Это программа «Актуальное интервью» в студии Александр Хавренко. В эпоху цифровой экономики остро встает вопрос получения новых знаний и умений. Одна из возможностей, которая появилась у россиян благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» – повышение компетенций в IT-сфере с помощью цифровых образовательных сертификатов. Тестирование цифровых образовательных сертификатов начнется в 5 регионах России, в том числе и в Якутии. Если в республике достаточное количество образовательных программ для развития компетенций цифровой экономики, вызывают ли результаты обучения доверие у работодателей и самих обучающихся? Гарантирует ли качество программ профессиональный рост и востребованность на рынке труда? Об этом мы поговорим с Майей Курневой, заместителем директора Института развития профессионального образования. Майя Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вот что же такое цифровой сертификат? Вот расскажите нам. Я, например, впервые об этом слышу, и мне вот очень интересно. Цифровой сертификат позволяет гражданам получить доступ именно к образовательным программам. То есть, получив данный сертификат, вы имеете право обучиться бесплатно на любой программе, которую вы выберете, по направлению к компетенциям цифровой экономики. Какие существуют программы? Программы, сейчас у нас идет сбор программ это провайдеров образовательных услуг. И программы такие, например, как интернет вещей, программирование, веб-дизайн. То есть университетом 2035 были выбраны 22 направления, по которым как раз-таки будет проходить обучение. Понятно, что раз цифровой сертификат, значит, это все как-то связано с IT-технологиями. То есть для того, чтобы этим заниматься, надо быть специалистом в IT-сфере или этим может заняться любой желающий? Не обязательно. На самом деле сейчас у нас в России идет цифровизация, то есть переход на цифру, можно так сказать. Соответственно, страной и республикой ставится задача именно постепенного перехода. Сейчас как раз в 5 регионах данная программа будет апробирована, а потом будет распространяться на все регионы России. И нужно для того, чтобы переходить в цифровой мир, нужно приобретать определенные компетенции. Данные программы, они не будут слишком большие, они рассчитаны не менее 36 часов. Я думаю, чтобы получить хотя бы первые навыки для того, чтобы понимать, по крайней мере, что такое цифровой мир сегодня. Хорошо, убедили. Хочу цифровой сертификат. Что мне для этого надо делать? Для того, чтобы получить цифровой сертификат, нужно будет зарегистрироваться на платформе университета 2035, пройти диагностику, и после диагностики вам предложит искусственный интеллект, как раз-таки вам предложит на выбор какие-то программы, именно касающиеся продолжения ваших компетенций, и, соответственно, вы уже можете потом сделать выбор и обучиться на той или иной программе. То есть искусственный интеллект даст мне подсказку, в какой компетенции я больше компетентен? Да, обязательно, потому что все равно новые знания не все равно должны накладываться на те навыки, которые у вас уже есть и которые возможно развить. Очень интересная программа, наверняка появится много желающих в ней принять участие. А насколько вы справитесь с этим? Сколько образовательных учреждений сейчас готовы? В период апробации мы рассчитываем раздать, федеральная программа рассчитана раздать на регион 1000 сертификатов. Это, то есть 5000 стартует в этом году, а в последующем, конечно, могут все жители России воспользоваться данной программой. На данный момент участвует около 12 образовательных учреждений, подано около 30 образовательных программ, но они должны еще пройти отбор. И в числе наших образовательных программ это учреждение высшего профессионального образования, это наш Северо-Восточный федеральный университет, и учреждение среднепрофессионального образования и дополнительного профессионального. Они сосредоточены только в Якутске или по районам тоже? По районам тоже, да. У нас активно очень участвует Алдан Нерюнгри, также Хандга, город Мирный, ждем загрузки их программ, и близлежащие районы. Я так понимаю, что после апробации, когда проект выйдет на полную рабочую мощь, есть какие-то сроки его реализации, или он будет бессрочный, пока всех не научим? Я думаю, он будет бессрочен. То есть говорилось о том, что к 2024 году будут учить аж миллионами. Соответственно, я думаю, он станет бессрочным. Потому что все равно знания нужно обновлять. Люди у нас
прибавляются и так далее. А вот наличие этого сертификата, оно будет давать какое-то преимущество при устройстве на работе, например? Данный механизм отрабатывается. Да, я думаю, конечно, в плане того, что мы сейчас переходим в цифровой мир, действительно то, что нужно знать определенные, даже какие-то вещи в компьютерах, даже Excel, Word, они уже на самом деле должны уже беспрекословно уже человек должен знать. А знания, например, как заводить сайты, как делать СММ-рассылку, я думаю, это необходимые навыки уже современным компаниям, организациям. И я думаю, приоритетно, например, я бы выбрала бы человека, который бы имел бы компетенции в цифровом мире. Вот мы говорили о том, что подбор компетенций будет осуществлять искусственный интеллект. А обучение кто будет проводить? Хватает ли у нас специалистов? Или это все будет дистанционно и тоже только компьютер? Да, сейчас планируется обучение в онлайн-режиме и с применением дистанционных технологий. Для того, чтобы понимать, что человек зашел на платформу и прошел обучение. Будет входное тестирование, будет выходное тестирование, которое, конечно, оно необходимо нам для того, чтобы понимать, качественная ли образовательная программа, получил ли человек определенные знания или нет. То есть по окончании будут задаться тесты, экзамены? Да, да, обязательно. Цифровой след, по которому уже будет пониматься о том, что человек получил обучение. Угу. Насколько, вот, по вашим ожиданиям, по прогнозам, насколько решится востребованность специалистов по результатам внедрения цифровых сертификатов? Это всего лишь 1000 именно в рамках теста. Я думаю, конечно, какую-то часть она покроет, но тем не менее у нас разрастается IT-парк, да, я знаю, что там около 100, более уже 100 резидентов, а он буквально открылся год назад. Сейчас активно создают IT-центры по районам республики, и я думаю, востребованность кадров будет только повышаться. Поэтому я думаю, сертификаты частично решат эту проблему. Как мы отметили в начале, 5 регионов в России будут проводить апробацию, в том числе Якутия. Почему Якутия стала флагманом в этом? Не секрет то, что Якутск признают IT-столицей Дальнего Востока. И когда мы подавали заявку, комиссия рассмотрела уровень цифровизации, на что, в принципе, у Якутии все шансы для того, чтобы попасть, например, наравне даже с Татарстаном. А остальные 4 региона? Это Ростов-на-Дону, Тула и Башкирия. А как-то обмен, взаимодействие с этими регионами будут? Или, может быть, у вас конкуренция будет, кто больше, кто лучше? И сколько им выделили сертификатов? Тоже интересно. Тоже по 1000. То есть каждый регион получил по 1000 сертификатов. Конкуренция, конечно же, будет. То есть человек, попавший на платформу, уже будет выбирать из числа всех образовательных программ, которые там существуют. То есть, условно, ребята с Татарстана могут учиться и в наших образовательных учреждениях. И я так думаю, что этот проект, эта программа позволит нашим образовательным организациям проверить свои силы, посмотреть, насколько они конкурентоспособны, насколько они сами готовы трансформировать свои образовательные программы. Я думаю, это отличная возможность для наших образовательных учреждений. А прежде чем приступить к апробации, у вас были какие-то разговоры, какие-то опросы именно с работодателем, то есть с теми людьми, для кого вы будете готовить специалистов? Да, конечно. Когда получается на стадии начала проекта мы разговаривали с работодателями. Во-первых, мы опрашивали, какие компетенции им нужны. После этого же как раз-таки сделали рекомендации к тому, какие все-таки цифровые компетенции являются цифровыми. Далее мы опрашивали, насколько они готовы взять себе на работу и насколько они заинтересованы обучить своих же работников. И да, наши компании очень заинтересованы в этом проекте. Со многими мы уже держим связь и готовы к апробации. Вы сказали, что проводили опрос и выявляли, какие компетенции более востребованы. Какие же все-таки? Сейчас лидирует это кибербезопасность, программирование, робототехника, интернет вещей в какой-то степени. Есть еще веб-дизайн, графический дизайн, то есть, и так далее. Угу.
А для того, чтобы стать участником проекта, нужно ли иметь высшее образование? Да, участниками проекта они должны иметь либо среднеспециальное образование, среднепрофессиональное образование, либо высшее образование. Это необходимо для того, чтобы получить данный сертификат. Мгм. Вот во время работы над процессом апробации, сейчас во время апробации, вы наверняка ставили какие-то планы, какие-то задачи. Вот какие возможности для Якутии открывает цифровые сертификаты? Ну, как я говорила, это возможность проверить наши образовательные организации. Потому что сейчас очень все быстро меняется. Я, например, сама работаю в образовании, и очень сложно уже конкурировать с онлайн-образованием. И это даст очень большую возможность именно образовательным организациям. Что касается Якутии, это, конечно же, повышение квалификации ее жителей и возможность приобретения новых знаний. Потому что Якутия сделает ставку на IT-отрасль, и, соответственно, я думаю, это прекрасная возможность для развития республики в целом. Если есть еще места, куда нам стоит обратиться, чтобы стать участником проекта? К сожалению, сейчас платформа открыта только для образовательных организаций. Сейчас идет сбор предложений. Платформа, она должна открыться в начале декабря. И я думаю, мы как-то оповестим. То есть сегодня у нас был первое такое объявление. И, соответственно, будем еще выходить в СМИ и проговаривать о том, что где можно получить конкретную информацию и когда начнется именно сама программа для жителей республики. Но мы надеемся, что проект этот заработает и будет действительно востребован у якутян. Большое спасибо вам, Майя Васильевна, за интересную беседу. Очень содержательно и очень хочется уже поучаствовать в этом проекте и самому, и хочется, чтобы зрители поучаствовали тоже. Это было актуальное интервью о апробации модели предоставления профессиональных цифровых сертификатов в республике. Мы поговорили с Майей Курневой, заместителем директора Института развития профессионального образования. До скорых встреч!